К новостям культуры. В Казани завершился гастрольный антрепризный сезон этого года с участием популярных актеров современного российского кино, телевидения и театра. На десерт показали «Идеального мужа» – фарс о нравах английской аристократии с посылом в современное российское общество. Зрители выбрали для себя хороший литературный материал, режиссуру и команду актеров, которые блистали еще в эпоху расцвета советского кинематографа. Дмитрий Пивоваров пообщался с любимцами публики. С пьесой Оскара Уайльда связано немало ассоциаций. Ранний спектакль Андрея Житинкина «Театр сатиры» или советский кинобестселлер с Людмилой Гурченко, или трэш Константина Богомолова в современном МХТ. Постановка актера и режиссера театра имени Вахтангова Павла Сафонова далека от изврата и патологии и весьма деликатно ведет тему авантюризма, склок и подстав с правильной долей иронии и такта. Актеры выглядят галантно и современно, текст безукоризнен на все времена. Мне кажется, что это прямое попадание в сегодняшний день. Более того, как это не прискорбно звучит, и в будущее, наверное. Что касаемо чем спектакля, ну, если так вкратце, о любви, о предательстве, опять же, о чести, о достоинстве, о возможности человека договориться со мной, со своей совестью. Право же ваша палата общества. Чем больше старается быть полезной, тем больше приносит вреда. Самое главное наслаждение, ради которого стоит жить, это власть и деньги, размышляют герои бестселлера и пускаются во все тяжкие, от адюльтера до деловых и производственных козней. Актерам нравится существовать в предлагаемых обстоятельствах, а зрителям вспоминать и свое прошлое, глядя на узнаваемые лица. Очень узнаваемая ситуация, тем более это так в сегодняшний день попадает, когда все покупается, когда покупаются чины, звания и все остальное, когда все на продажу идет. Поэтому спектакль имеет очень хорошее восприятие у зрителя. Последний антрепризный спектакль этого года и весенний будущего так или иначе обращены к известным классическим материалам. Они сделаны на потребу живота и склепаны наспех. Так можно к понятию антреприза перестать относиться с изрядной долей цинизма. Павел Сафонов, режиссер спектакля, не пошел путем выворачивания пьесы наизнанку, не пошел путем внедрения туда каких-то, не знаю, политических смыслов сегодняшнего дня. Он пытался слушать автора. А вы все еще не женаты? Кажется, нет. Как романтично. Я тип не романтик, для этого недостаточно стар. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».